Ну что ж, дорогие друзья, и снова здравствуйте. И на дворе сегодня 26 августа 2025 года, вторник, 9 часов утра в Башкортостане. И приветствуем тех, кто нас смотрит в прямом эфире, и всех тех, кто будет смотреть нашу программу в записи. А здесь, как обычно, «Аспекты республики», а с вами Евгений Коноплин. И Руслан Валиев. Доброе утро, дорогие подписчики. Доброе утро. Да, и, соответственно, ваши сообщения – это наша с вами обменная валюта, так сказать. Пожалуйста, пишите в процессе нашего разговора, и потом тоже пишите, и еще раз пишите. С вами программа, которая никому не дает покоя, и ведущие, которые никого не оставляют равнодушным. И такое тоже есть. Вот. Но, как говорится, все по порядку. Давайте начинать с новостей в стране и в мире. По итогам предыдущего дня, в частности, понедельника, конечно же, 25 августа. Так, президент США пригрозил очень серьезными последствиями, если Владимир Путин откажется встречаться с украинским лидером Владимиром Зеленским. Что именно под этим подразумевается, Дональд Трамп не уточнил. Он также сказал, что повторно разговаривал с российским правителем на днях. Временно исполняющий обязанности заместителя курского губернатора Владимир Базаров и его возможные подельники стали фигурантами 4 уголовных дел, уточнили в МВД. Помимо прочего, их подозревают в получении взятки. Подробности не раскрываются. О задержании Базарова стало известно утром в понедельник. Блогера Арсена Маркаряна отправили в СИЗО на 2 месяца по обвинению в реабилитации нацизма. Поводом стал ролик, в котором силовики увидели оскорбление памяти защитников Отечества. Маркаряна, известного женоненавистническими высказываниями, задержали 2 днями ранее. Ранее его объявили в розыск. В Подмосковье задержали художника-акциониста Павла Крисевича, сообщила его группа поддержки. Активиста увезли в отдел и попросили подписать предостережение о недопустимости правонарушений. В январе Крисевич вышел на свободу после 5-летнего срока из-за перформанса на Красной площади. Суд в Казани оштрафовал айтишника Марата Галиакберова на 5 рублей за переписку в соцсети X с эмигрировавшим оппозиционным активистом Михаилом Плетневым, обратило внимание издание «Медиазона». Галиакберова признали виновным в сотрудничестве с нежелательным Free Russia Foundation. А Генпрокуратура потребовала объявить экстремистом бывшего совладельца кемеровской зимней вишни Дениса Штенгелова, а также предположительно его отца, пишут «Ведомости». Причина не разглашается. В 2018 году жертвами пожара в торговом центре стали 60 человек, большинство из которых дети. Неизвестный открыл стрельбу на территории университета американского штата Арканзас. ВУЗ опубликовал в соцсети X экстренное уведомление с призывом избегать района библиотеки и защищаться. Сообщение появилось и на официальном сайте. Подробности не приводились. Вот такие вот криминальные у нас в основном новости по состоянию на понедельник были. Ну и Трамп. Я думаю, что 2 важнейшие новости, которые происходили, мы не упомянули, видимо, в силу того, что не успелось еще тогда это все, так скажем, произойти. Да? Во-первых, новость о том, что Россия выйдет из Европейской конвенции против пыток. Правительство предложило Путину денонсировать Европейскую конвенцию. Соответствующее постановление подписал Мишустин. Я вчера немножко почитал. Я так понял, есть еще определенные какие-то конвенции, которые так или иначе запрещают пытки. И Россия из них не выйдет, а вот эта конвенция, она вроде как, выход из нее – это своего рода такой показной суверенитет, да, который мы демонстрируем, да и тем более, извините, пытки в России никуда не делись. Но тем не менее, факт остается фактом, такой маркер, да.
вот вышли из знаменитой Европейской конвенции против пыток. Ну и самая главная, наверное, новость за вчерашний день, конечно, новость про выдающегося режиссера Вуди Аллена, который выступил на онлайн какой-то встречи в Москве. Собственно, в самой Москве он не был, но разговаривал там за культуру, связывался. А украинский МИД, естественно, облил всем, чем только можно, позором, собственно, этого очень-очень старого режиссера, конечно. Вот. И сказали, что это позор и оскорбление памяти украинских актеров и кинематографистов, которые были убиты или ранены российскими военными. Вот. Конечно, там много чего было сказано и предложено. В ответ, собственно, Вуди Аллен заявил The Guardian, это британское издание, следующее. Что касается конфликта в Украине, я твердо убежден, что Владимир Путин полностью не прав. Война, которую он развязал, ужасна. Но что бы ни делали политики, не считаю, что прекращение творческих дискуссий – хороший способ помочь. Вот такое вот мнение гения, которого сейчас, к сожалению, в Украине такой, как сказать, заканцелят большого режиссера, потому что время сейчас непростое, мягко говоря, да? Я думаю, это тоже были такие новости важные. Да, очень неплохое дополнение. Единственное, я вот сейчас хочу обратить внимание на нашу трансляцию. Все ли с ней в порядке? Я видел, задержки изображения были несколько секунд назад. И если это только у меня, хорошо. А если это у всех, то дайте, пожалуйста, знать. Так. Ваши приветствия в чате есть. Замечательно. Вот и Клара желает радоваться лету, пока оно есть. Другого лета может и не быть, пишет она. По поводу последнего утверждения вполне согласен. Вот. Другое дело, что и этого уже вроде нет. По крайней мере, у нас за окном очень прохладно. Вот. Хотя в этом ночью не было закрыто окно на кухне, и я сижу, мне прям холодно дико, и мне говорят: радуйся лету, пока есть. Я сижу, как будто бы зима уже такая немецкая. Есть такое дело, да. Ну, в Башкортостане вроде чуть-чуть теплее, на самом деле, тоже уже не летняя жара, но все-таки. Ладно. Наши республиканские новости и события. Так, из такого, скажем так, проходного. Старейшее здание, или точнее, здание, которое называют старейшим в Уфе, я бы так поправил, отреставрирует некая фирма, которая ремонтировала в недавнем прошлом кинотеатр «Победа». Речь идет про особняк, построенный в 1770 году, значит, для семьи Демидовых. Значит, соответствующий документ опубликован на официальном портале администрации республики. Фирма, которая будет заниматься реставрацией, называется «Альбит». Ну, а этот самый дом, особняк, который находится неподалеку от южного въезда в Уфу, рядом с проспектом Салаватом Юлаевым, особняк известен тем, что якобы в нем несколько дней провел Александр Васильевич Суворов, известный российский полководец, которого, конечно же, кто-то называет героем, а кто-то палачом. И мне кажется, здесь все совершенно уместно, особенно в контексте истории нашего с вами региона, нашей с вами республики. Сразу бы хотел предостеречь от всякого рода призывов о том, что раз он там останавливался, значит, не надо восстанавливать, значит, надо снести, стереть память. Нет, знаете ли, дом ни в чем не виноват. Если этот дом действительно очень старый, действительно 18 века, то, конечно же, он имеет право быть сохраненным в качестве памятника. Да это история, слушайте, но Уинстон Черчилль в свое время, его чудом остановили от применения химического оружия на территории одной из таких каких-то стран бедных. Я не помню, то ли это Индия была, то ли что. Вот честно, можно проверить. Но его прям вот в последний момент остановили от применения химического оружия, что послужило бы куче смертей. Его это никак, например, не колышет. Да? И вообще человек с такой большой биографией, так скажем, в том числе с кучей черных пятен. Тем не менее, Уинстон Черчилль один из больших героев там, Британии, например. Суворов для своего времени, ну, то есть человек тоже свой
своеобразный, мягко говоря, как и все люди в то время. Да? Расскажите мне, Петр I это плохой человек для российской истории или хороший? Вот. Поэтому мне кажется, что все, что связано с такой богатой историей, про которую можно рассказывать, которую можно как-то с разных... Страна неоднородна, и места неоднородные. И мне кажется, это в любом случае определенный интерес представляет, вне зависимости от того, хорошее это или плохое. Да? Поэтому я не поклонник Суворова, если что. Да, на всякий случай. С точки зрения того, что ремонт, если так сузить рамки, то, конечно же, это хорошо и правильно. Другое дело, все-таки я бы на месте историков посмотрел, а действительно ли это самое старое из сохранившихся зданий. Никаких зданий раньше я, конечно, лично не знаю, но мало ли. Ладно. Да, у нас пишут, как можно считать педофила и растлителя Вуди Аллена приличным человеком. Я сказал, господи, меня попы слушают периодически, что Вуди Аллен один из выдающихся режиссеров. Это просто факт. Вообще, вот это отдельно, да, а мухи отдельно. Поэтому, да, выдающийся режиссер, да, вот они, среди них бывают и педофилы, и кого только не бывает, маньяки, убийцы, чего только не бывает. При этом они могут делать выдающиеся фильмы. Окей. А у нас кадровое назначение. Мы не всегда на кадровые назначения внимания много уделяем, но тут же, как иначе, ветеран СВО. Участник федеральной кадровой программы «Время героев» Оскар Сиддиков, известный, в общем-то, нам персонаж, назначен помощником главы Башкортостана. Об этом сам Ради Хабиров сообщил на оперативном совещании в правительстве. По его словам, на прошлой неделе боец завершил службу в Вооруженных силах России и приступил к работе в управленческой команде республики. Ради Хабиров сам был наставником Оскара Сиддикова в рамках этой самой программы «Время героев». И мы с вами периодически возвращались к новостям о том, как в парке «Патриот» под Уфой в Чешминском районе эти ребята проходили, так сказать, обучение. Сиддиков родился в 1989 году в селе Узянбаш Белорецкого района, окончил военную академию связи. С 1977 года служил в вооруженных силах на различных должностях. В 1922-1924 был на специальной военной операции. В общем, человек явно, скажем так, непростой. То есть имеет высшее военное образование, воинскую службу длительного периода. В общем, не случайно стал помощником. Это не какой-нибудь, знаете ли, тракторист Вася или кто-нибудь еще, который там оказался на войне и тут дорос, видите ли, до помощника Хабирова. Нет. Это стало доступным только для людей соответствующего круга. По крайней мере, пока. Наверное, обычные люди не могут просто так завершить службу в вооруженных силах Российской Федерации и приступить к управленческой работе в управленческой команде республики. Да? То есть, обычно они, если завершают, то их хоронят обычно, да, или они как-то груз 300, но никак не завершают как-то на мажорной ноте. А вообще, советник. Спасибо, что, по крайней мере, до сих пор не мэр, не все, не что-то серьезное. Все-таки советник это, советник. Так, я тут отреагирую на Хаттабыча. Он пишет: мы вас ждем новостей, анализа, а вы припираетесь, тратите эфир на чепуху. Обидно. То есть я должен понять и спросить всех остальных наших зрителей: вы согласны с этим замечанием? Если вам нужны новости, мы можем, знаете ли, вообще перестать разговаривать, а просто зачитать новости и откланяться. А то, что вы называете препирательством, это и есть анализ. Это и есть, попытка докопаться до истины путем дискуссии между собой, между нами и вами, между нами и кем-то, кто сейчас за кадром. Это все важная составляющая наших эфиров. По-моему, в процентах 70, наверное, если не меньше, занимает именно эта часть наших разговоров. А новости сами по себе – это сухие какие-то факты. Мы их совсем коротко и быстро перечисляем. Вообще не все, к сожалению, ценят формат открытости, да, когда можно прийти в комментарии в наш телеграм-канал, что-то написать, получить ответ сразу же, какую-то обратную связь. Собственно, это для
кого-то, да, для кого-то это препирательство, плохо. Но мы не программа «Время» 1982 года какого-нибудь. Вот Хаттабыч уточняет, Вуди Аллен ему до лампочки. Ну, такое может быть, тут я вас понимаю. Такие моменты Это можно большая прослушать. проблема, что вы не интересуетесь культурой. Давайте дальше, собственно, пойдем. Что у нас? Собственно, во-первых, есть интересная новость. Интересна она даже не в том, что я сейчас прочту, а в том, что я уточню из другого телеграм-канала. В общем, Горобзор пишет о том, что в Башкортостане 1 сентября в школы пойдут более 45 тысяч первоклассников. Если быть точно, 45 070 первоклассников. А вообще новый учебный год начнется для 512 с лишним тысяч школьников. Вот, тут всякие цифры, торжественные линейки. Это очень интересно. Но в этот самый момент я открываю телеграм-канал «Пульс Уфы». Один из интереснейших телеграм-каналов, кстати, тоже про меня гадости писавший. Собственно, они пишут, видимо, посчитали с годом ранее, что число первоклассников в Башкортостане сократилось более чем на 2000. Вот это, наверное, какой-то маркер, может быть, а может не маркер, но это несколько процентов, так если сравнить, да, собственно, те 52 тысячи, которые были, и то, что их стало на 2000 меньше, по мнению Пульса Уфы. Это вообще цифра-то серьезная, на самом деле. Ну, тут, конечно, не сейчас рожают. Поколение следующее после меня сейчас начинает детей вести в школу, и их меньше сильно. В том числе и поэтому, возможно, конечно, статистика падает. Вот. Так. Говорят, рожать всем, понимаешь? У нас работает профессиональная пропаганда, люди деньги получают. А бабы не рожают, называется. Простите за мой жаргон, но это в контексте. Это в контексте, да. У меня еще один представитель героев нашего времени. Я надеюсь, вы понимаете сарказм в данном случае. Депутату Курултая Республики Алексею Локотченко продлили арест. Советский райсуд Уфы оставил под арестом до 30 сентября депутата Локотченко, сообщает РБК. Этот самый депутат обвиняется в посредничестве при взяточничестве в особо крупном размере. Значит, напомню я на всякий случай, что случилось. Директор юридической компании РСК и одновременно депутат Госсобрания Локотченко предложил адвокату Эльвире Фатхуллиной, которая обвинялась в незаконной банковской деятельности, освободиться от уголовного преследования, заключив контракт на военную службу. За фиктивное зачисление в добровольческий отряд он попросил у нее 10 миллионов 200 тысяч рублей. Якобы для передачи должностным лицам Минобороны. Депутат, сам не раз посещавший зону проведения СВО, привлек в качестве посредника своего подчиненного из отряда Архангела Михаила бригадой «Дикая дивизия Донбасса». Вы послушайте, какие названия. Во время передачи первой части суммы в размере 5,2 миллиона рублей с поличным задержали сначала посредника, а затем и самого депутата. Прекрасные же у нас герои. А ведь еще недавно Локотченко был на первых полосах того же Башинформа, как замечательный представитель депутатского корпуса, который защищает рубежи нашей Родины в годину ужасной опасности. Вон оно как выясняется. Все это дело происходило в плане защиты собственных карманов. Потому что в Башкортостане замечательно работает закон, понимаешь? Он для всех правила равны на самом деле. Это можно и так подать, на самом деле. Любой тебе пропагандист так скажет. А насчет неотвратимости закона, вот я недавно, буквально вчера вечером, сидел в кафе и наблюдал, как, собственно, машину полицейскую грузили на этот самый... Эвакуатор. Да, эвакуатор, потому что неправильно припаркован был автомобиль. Полицейские, собственно, стояли возле автомобиля, даже не припирались, ничего не говорили. Нарушение закона, и все. Это
Это поражает ум, собственно, любого уфимца, я думаю, и жителя России. Я тут вижу, как Вуди Аллен затронул умы буквально всего чата, насколько бывает неожиданно поворачивается ситуация. Давайте лучше мы его оставим в покое, как говорится. Да, мы, кстати, с Русланом могу добавить, что недавно Антона Долина вдвоем слушали, вот прям вот face to face. Так что, Да, если надо, мы еще и про это можем рассказывать. Он замечательный, конечно, спикер, это я всегда знал. Помню, он у нас бывал в Уфе на Эхе, правда, к сожалению, не у нас, не у основной редакции, скажем так, а у приходящих ведущих, в частности, у Гагина Валериана в программе «Парк искусств». И такие люди захаживали в нашу редакцию, вот что я хотел этим самым отметить. Вот, соответственно, про Локотченко мы сказали. Теперь еще про такую же примерно хронику. Как у нас сегодня получается, и федеральные новости были в основном про какие-то такие небольшие уголовные дела разного характера, и вот наши тоже новости примерно такие же. Семья года оказалась жертвой мошенничества в Уфе, утверждает издание «Медиакорсеть». Сразу скажу, что в публикации могут быть вопросы с точки зрения достоверности, потому что нету каких-то доказательств, пруфов, как говорится, недостаточно, но написали, значит, мы можем процитировать. Итак, многодетная семья Андрющенко из Уфы, которая победила во всероссийском конкурсе «Семья года», столкнулась с возможным обманом со стороны экс-адвоката Романа Петрова. Они Петрова называют экс-адвокатом. Возможно, я чего-то не знаю. По словам матери семейства Зили Андрющенко, они передали адвокату 500 тысяч рублей за некие юридические услуги, которые, по их словам, так и не были оказаны. Семья в итоге намерена добиваться возбуждения уголовного дела. Правоохранители якобы уже опрашивали заявителей по этому вопросу. Какие услуги не оказаны, при каких обстоятельствах все это произошло, не совсем понятно. Понятно то, что в медиакурсети по поводу известного действительно в Уфе адвоката Романа Петрова регулярно выходят заметки. Вот, это я точно могу констатировать. С точки зрения репутации, тут, как говорится, все очень индивидуально, хотя, мне кажется, это важный маркер при оценке деятельности любого человека. Вот. Но здесь уже не про репутацию речь, а про серьезные, может быть, даже и преступления. Хотя кто-то скажет, оказание и неоказание услуг юридического характера – это очень уж такая эфемерная материя. То есть он скажет: нет, я оказал, я же проконсультировал, вот документы. А они скажут: а мы не получили, чего хотели, там, условно говоря, не отстояли свои интересы в суде там, или еще где-то. И скажут: нет, он ничего не оказал нам. А в документах, которые они подписали, договор на оказание услуг, наверняка все очень четко. И любой юрист, любой адвокат, подписывая документы с клиентами, предусматривает наверняка эти риски, что на него могут заявить, что типа он не отработал эти деньги. Но там все должно быть так четко разложено, что бесполезно пытаться доказывать свои права. Это мои ощущения, моя оценка. Вот. Не является ли это частью какой-то внутривидовой борьбы, тоже нельзя однозначно утверждать, что это такое. Но вот люди пишут. Вообще, Роман Петров по степени своей токсичности в свое время в моем личном рейтинге практически догнал некого Сидякина, потому что был случай, когда была какая-то новость, я для баланса, естественно, мы же аспекты, мы должны взять комментарий у всех, я иду к Роману Петрову за комментарием, говорю: Роман, вот прокомментируйте, про вас пишут это и это, и в ответ слышу типа: ты кто, ёпт? Ты где сидишь? Ты? Да вообще ты не журналист. Да ты что пишешь? Я такой: да я хотел вас спросить. И вот этот поток бессвязного оскорблений со стороны Романа Петрова, возможно, я ничего не утверждаю. Он в том числе говорил, что, конечно, я вообще чуть ли не агент некого Буркина, да, известного многим тоже в юриспруденции человеком. Вот. Возможно, журналисты к нему тоже не очень хорошо относятся ввиду того, что он тоже, собственно, человек
с определенной токсичной репутацией. Угу. Ой, так, Фируза тут пишет, ладно, начальные классы у нас пока бесплатные, а уже с 5 класса преподавателей по основным предметам не хватает, и родителям приходится обращаться к репетиторам. Вот это любопытно. То есть по школьным предметам обязательной программы не хватает преподавателей. Как же такое возможно? Это где? В каких школах? На селе или в каких-то населенных пунктах, городах? Напишите, пожалуйста, уточнение. Прям таки любопытно, действительно. Вот. Так, ну а я дальше двигаюсь и хочу обратиться к, ну, наверное, ключевой главной публикации. Опять-таки наши замечательные друзья и коллеги из американского медиа, признанного в России всеми нехорошими, значит, критериями, пишут вот о чем. От золотых приисков и башкирских восстаний до похорон военных. Прошлое и настоящее 2 сел в Башкортостане. Это не новостная статья, это не о том, что случилось сейчас и здесь, или происходит там последний год, как, например, Баймакское дело, хотя оно тоже тут затрагивается. Это об истории, о том, как она любопытным образом поворачивается. Я буквально пару цитат отсюда возьму, чтобы составить общее представление о публикации, ну а вы сами прочитайте, если будет интересно. В селах Поляковка и Вознесенка Учелинского района Башкортостана живут всего несколько сотен человек. Но за 3 года войны в Украине погибли уже 9 их уроженцев. Мы рассказываем историю сел, где когда-то бушевали башкирские восстания, проходило войско Пугачева, шумели рынки, гремели золотые прииски и возводили величественный храм. Сегодня же война оставляет здесь свой след, забирая жизни даже там, где до фронта 1000 километров. Значит, Поляковское сельское поселение включает в себя 2 села. Собственно, Поляковка и Вознесенка, которые расположены в 10 километрах друг от друга. Оба села находятся в Учелинском районе, в основном в них живут русские и башкиры. Сейчас в этих населенных пунктах доминируют личные подсобные и малые хозяйства, индивидуальная усадебная застройка. Крупной промышленности в границах поселения нет. Исторически же территории связаны с добычей медной руды и золота. Тут, соответственно, подробности о том, как это все происходило в предыдущие столетия. В Поляковке, например, есть сельская библиотека, школа, детский сад и сельский клуб. С 2005 года в библиотеке работает мини-музей в Горнице, во Светлице по возрождению и сохранению русской культуры, традиций и обычаев русского народа и языка. Любопытно, да? Это, я напоминаю, села в Башкортостане на всякий случай. И где эти вещи вполне могут существовать и существовать мирно, спокойно в рамках одних и тех же населенных пунктов. Вознесенка возникла в XIX веке как выселок русских крестьян из Поляковки и соседних сел. Это был рудничный поселок, выросший в село. Здесь добывали медную руду, затем золото. В 20 году 20 века насчитывало село 659 домов и аж 3421 житель. Ну, то есть гигантское село, получается, даже по современным меркам. Было, как минимум. Храм здесь огромный, правда, полуразрушенный, который начали строить в 1890 году. Фотографию вы видели. И дальнейшая история тоже очень любопытна. Заканчивается повествование тем, насколько сегодня дела не очень хорошо идут в целом, там в экономике, в хозяйстве и так далее, но и в связи с войной. Аж 9 уроженцев уже похоронены. Это, я как понимаю, намного больше, чем было похоронено за годы как Чеченской войны, так и Афганской войны, и даже, наверное, вместе взятых. Впрочем, подобного рода очерки можно публиковать, наверное, буквально о любом селе, будь то русском, башкирском, татарском, смешанном или любом другом из Республики Башкортостан. Картина будет плюс-минус одинаковой. Да, история, конечно, она такая показательная этого села, как и, я думаю, в целом многих других сел. Можно тоже такие фактурные вещи про них, про всех писать.
Вот. Но, тем не менее, вот такие вот села, да, действительно в Башкортостане есть. И денацифицировать эти села, я думаю, не нужно. Вопреки мнению некоторых товарищей. Так, что у нас еще есть? Я тут спрошу на секунду. Ты про вейпы и их запреты вчера ничего не рассказал. Ничего не рассказал, да, это любопытно. Да. Председатель у нас Госсобрания Республики Константин Борисович Толкачев подтвердил готовность Курултая рассмотреть полный запрет на продажу электронных сигарет и вейпов в республике. В случае, если федеральный центр предоставит регионам полномочия на полный запрет, парламент республики незамедлительно, надо было сказать, нанесет удар, но нет, вынесет вопрос на повестку. Вот так вот Константин Борисович и местный парламент продолжает заниматься патернализмом, абсолютно чудовищным патернализмом, когда парламент сам считает, что людям нужно, в каких дозах, когда. 1 сентября, например, вот выпить нельзя, вейп тоже нельзя, электронную сигарету нельзя. Что можно? Почему нельзя? Почему бы людям самим не решить? Все-таки, извините, электронные сигареты ничего общего с такими названиями, как крэк, например, не имеют. Да? Вот. Ну, собственно, запретите тогда людям еще материться, курить, пить и, собственно, не знаю, совершать преступления. Возможно, тогда мы завтра проснемся в каком-то идеальном мире в Башкортостане, но, к сожалению, это так не работает. И вот, у людей бывают в том числе пагубные привычки, ничего ужасного в этом как будто бы нету. Я понимаю, если бы они сделали какое-то медицинское суперисследование и поняли бы, что вот все, то точно, 5 лет покурить электронную сигарету, у людей будут какие-то легочные заболевания ужасные. Но нет же. Поэтому это все лично для меня ужас какой-то бесконечный. Ну, в общем, да. То есть я понимаю все ограничения, там, не продавать возле школы, там, несовершеннолетним. С этим уже вроде как боролись, проходили, а тут полный запрет. Ну, как бы любопытно. Действительно же многие, пытаясь бросать курение табака, переходят на это. И давно уже перешли, казалось бы, и это все целый рынок, целая индустрия даже. И вот они хотят это запретить. Прям-таки, ну, вперед батики, опять же, лезут. Не факт, конечно, что удастся. Может быть, это популистское заявление пока. Потому что такие вопросы, наверное, нельзя без согласования с Кремлем. Это прям уже очень серьезно. Это же деньги, в том числе и бюджетные деньги, поскольку с этих товаров тоже серьезные акцизы уплачиваются в федеральный бюджет, как и с обычного табака. Так что посмотрим. Понимаешь, что есть практика. По-моему, в Таиланде запрещены вейпы, если я ничего не путаю. В Казахстане тоже там какой-то запрет есть на какие-то парилки, такие тоже вейпы и прочее. Но это с точки зрения, да, против аргумента. Но мне кажется, что вообще что-либо запрещать без на то таких больших медицинских исследований, без того, что действительно это какой-то ужас и кошмар, или какой-то там, я не знаю, процент контрабанды в этом большой, не знаю, неконтролируемый. Ну, лично для меня нет никаких оправданий тому, что запрет – это ужасно. Вот, собственно, вот. Скоро еду в Амстердам, там убежусь в том числе, что люди живут и как-то город функционирует, несмотря на то, что запретов там практически нету. Да? Есть такое, да. Тем временем та же медиакурсеть сообщает, что, дескать, Путин, никто иной, поддержал этномузыку Башкирии. О чем речь? Этношоу «Зайниддин» из Уфы, ну, то есть это коллектив музыканта Загира Зайниддинова. Так вот, этот коллектив стал победителем отбора некого ПФКИ, получив поддержку для создания музыкального альбома. Ну, ребята, ну вот как будто все знают, что такое ПФКИ. Я обращаюсь, конечно же, к тем, кто пишет публикацию в медиакурсети. Прошу прощения, такие вещи, конечно, нужно расшифровывать полностью, чтобы было понятно, о чем идет речь. В итоге Зайниддин вошел в число неких 128 лучших проектов специального отбора Президентского фонда культурных инициатив. Из 360 заявок, поданных на конкурс, проект «Корни нашей силы» был отмечен в рамках национального проекта «Молодежь и дети».
Он вошел в направление «Культурный код», которое поддерживает инициативы, сохраняющие и популяризирующие традиции народов России. То есть Путин лично тут ни при чем. Просто речь идет про президентский фонд культурных инициатив. Вот он, оказывается, ПФКИ, как расшифровывается. Значит, первый трек проекта «Зайнетдина» уже представлен публике 22 июля, а второй появится 29 августа. До конца 2025 года команда намерена выпускать по одной композиции ежемесячно, чтобы к финалу года презентовать полный альбом. Этот проект станет не только музыкальным событием, но и вкладом в сохранение культурного богатства Башкортостана. Много тут красных слов написано на эту тему, и тут возникают, конечно же, вопросы. А зачем популярному исполнителю вообще какие-то гранты? Разве не публика платит своим вниманием и конкретным рублем тому, кто действительно делает интересные, достойные вещи? Ну, возьмем Айелу, в конце концов, да? По-моему, я не слышал, чтобы они где-то получали какие-то гранты, но при этом именно их композиции, особенно Хумай, стала многомиллионным популярным хитом. Без каких-то в этом смысле президентских поползновений. Я, кстати, хочу сказать, что Зайнетдин тоже неплох. Мне нравилось его творчество еще в былые времена, по крайней мере, отчасти. Некоторые композиции точно заходили. Вот, поэтому для чего, спрашивается, нужно получать гранты, чтобы выпускать новый альбом? Мягко говоря, странно. Наверное, это нужно для тех, кто только-только стартует и еще не имеет узнаваемости, имени, чтобы как-то можно было резко скакнуть. А если ты уже известен, у тебя есть аудитория какая-то, наверное, как-то стоит зарабатывать более прямым образом, да, более честным, если хотите, образом за счет своих поклонников. Нет, это абсолютный ужас, вообще бред, да, с точки зрения каких-то грантов. Ребята, откройте YouTube для людей, откройте соцсети, и все талантливые исполнители, если ты помнишь, есть такая исполнительница Билли Айлиш, да, которая со своим братом, сидя в комнате, на коленке, настрогала альбом, у которого даже не самый чистый звук. Но на этом альбоме в том числе был трек «Bad Guy», который выстрелил так, что это шлягер вот на все времена, на ближайшие 100 лет точно. Поэтому дайте людям нормально функционирующие соцсети, а деньги тратьте, пожалуйста, в том числе на тех детей, да, бесконечных, которых я выкладываю каждую неделю в аспектах, у которых ужасные диагнозы, которым нужна помощь. Вот там можно госбабки действительно тратить и помогать. А помогать группе Зайнетдин, которые выше своей популярности не прыгнут в целом, да, вот они есть и есть, как бы. Какая помощь? Пускай на 3 концерта больше съездят, и вот у них будут деньги на альбом. Я этого, опять же, совершенно не понимаю, к чему, зачем это нужно. Но, тем не менее, кому-то это нужно. Ну, надо хоть спасибо сказать, что не про патриотизм деньги, а про какие-то национальные дела, хотя бы в утешение. Но в целом, конечно, да, именно так, что должны получать деньги немножко за другое и другие. У нас есть новость, которая тоже типа про культуру, вот, но я думаю, что неоднозначную реакцию вызывает. Это я ее не вписал, но просто вот она есть, да, о том, что в школах Башкортостана может появиться новый предмет. Это история нашего края. Преподаваться она будет с 5 по 7 класс. Собственно, об этом сообщили на совещании правительства. К сожалению, обычно такие предметы – это предметы для того, чтобы школьники спали на них в целом. Погоди. Тут проблема даже не в этом. Тут проблема совсем в другом, и она более серьезная. Насколько я понимаю, речь идет про ликвидацию нормальной истории Башкортостана и превращение ее в историю родного края. Это, опять же, размывание национальных нюансов, идентичности. И это, опять же, часть, я не знаю, если хотите, превращения всех россиян в русских. И в этом смысле, опять же, это дровишки и дополнительная маслица, топливо. Мне хочется понять, у тех, кто выступает против вообще любых каких-то вещей, связанных с единой страной.
У нас был предмет, который называется «Культура Башкортостана», правильно? И на нем в том числе и историю тоже мы обсуждали. То есть, по крайней мере, я помню, что мы читали стихи Салавата Юлаева. У вас истории отдельно не было, что ли, предмета? Истории Башкортостана у меня уже не было. А это, собственно, конец нулевых, начало десятых. Поэтому, собственно, никакой истории Башкортостана давно уже нету. Вот. Поэтому... У меня было и отдельно и география, и культура, и история. Все эти три предмета были. И, надо сказать, в моем случае преподавали их даже интересно. Вот. Понятно, что если у вас там эту культуру преподавали так себе, и вы там отдыхали, ну, опять же, что поделать, это же зависит от конкретного преподавателя, от школы. Это понятно, это отношение самого преподавателя, но уже, так скажем, да, вот эти родители, так скажем, которые были в САКУ в 90-е годы, они, конечно, в нулевые детей отправляли в школу для того, чтобы дети что там изучали в первую очередь, да, там точные науки, английский язык. И, собственно, интерес к этим предметам и учителя, которых под эти предметы ставили, был всегда вот на уровне деткам ниже четверки ставить нельзя. Если деткам ниже четверки ставить нельзя, то тем более мотивация будет на уровне плинтуса, да, вот, поэтому... Ну, вот тем не менее, то есть, опять же, вот для тебя, да, это ужас и кошмар. Для меня, с одной стороны, история родного края – это ничего так, как минимум, с точки зрения того, что у меня этого не было. А с другой стороны, да, то есть, непонятно, как это будет преподаваться и... Этот подход в этом вскрывается. То есть мы не называем родной край по имени, мы говорим, что это какая-то безымянная земля, вот изучайте. Вот на этой земле в разные годы там что-то было. И, соответственно, отношение возникает, что это всего лишь некий край одной большой великой страны, который никак не нужно идентифицировать как нечто отдельное, самостийное и так далее. Я просто думаю, может, это какой-то федеральный проект для всех, там, в том числе национальных республик, не национальных республик, поэтому так называется, но тем не менее. Ну, то есть они лезут в это. То есть, если мы раньше сами могли назвать там историей Башкортостана, а жители там Челябинской области назвали бы как хотели, хоть краем, хоть чем. А тут вот сверху стандарт. Это у вас везде будет история своего края. Я где-то видел этот, значит, новостной повод, просто он еще был в качестве такого, не привязанного к Башкортостану, собственно. И, соответственно, думаю, что да, это про это. Будь здоров. Вот. Мы скажем, опять же, из разряда новостей околовоенных, что пишет Башинформ. Министерство обороны России, знаете ли, тут наградило метками буквально на будущее деятелей культуры Башкортостана. Видимо, тех деятелей, кто достоин считаться славными поддерживателями всего происходящего, зетниками, если хотите, ватниками и так далее по списку. Очень удобно, знаете ли. Список очень большой, его даже весь зачитать невозможно. Но кое-что давайте отметим. Вообще, церемония награждения. Известные личности довольно-таки, да. Вот. Церемония прошла в рамках Дней армейской культуры. Много деятелей культуры там присутствовали, и представители Минобороны этих самых деятелей награждали. Ну вот, например, Оскар Абдразаков, собственно, персоной тут буквально первый среди награжденных. Дальше такие люди, как народный поэт Башкортостана Лариса Абдуллина, та самая, которая заняла мое место в СПЧ после моего отчисления. Директор нацбиблиотеки имени Заки Валиди Айгуль Аминева. Вы смотрите, Заки Валиди упомянули, не вычеркнули из публикации. Главный режиссер Национального молодежного театра Рустем Хакимов, коллективы групп Дервиш Хан и Павильон, главный специалист Башдрамтеатра, кинорежиссер студии Башкортостан Радик Кельмаматов, писатели Мунир Кунафин, Илюша Хабилова, поэты Александр Хватков и Алексей Терехов, переводчик художественных и технических текстов Светлана Чураева. Много. Тут дальше художник-аниматор. В общем, всех перечислять давайте не будем, но скажем, что вот они, списки. Списки, как говорится, даже придумывать не нужно. Они и есть.
А вот смотри, кстати, интересно, во-первых, публикации Фамилии Абдразаков. Я ее вижу на фото, тут ни с чем не спутать. Но его как-то вот в первых рядах фамилии нету. И вообще я в тексте пока не вижу. Вот где-то, наверное, с края сбоку мелким шрифтом. Не-не, выше, о нем выше еще в самом начале. Худрук Баш Госакадемтеатра оперы и балета Оскар Абдразаков. Я думал, что это у нас такое за... Конечно. У него, видимо, и медаль отдельная за веру и служению Отечеству. И служение, наверное, надо бы сказать все-таки. Владимир Ильич Ленин называл это говном нации, да, уж извините, поэтому тут в целом не убавить, не прибавить. Заки Валиди, родись он в наши дни, я думаю, вполне однозначную позицию выбрал бы и по так называемой специальной военной операции, и по режиму, который сейчас, собственно, в нашей большой стране, собственно, правит. Вот. Некоторых людей я знаю, конечно, тоже. Вот, например, интервью я в свое время брал у некоторого Артура Назиуллина, директора Государственного академического симфонического оркестра. Интеллигентный человек, вот, который сильно, конечно, комплексовал, когда его поставили отвечать на мои вопросы, потому что между нами разница в росте где-то в районе 50 сантиметров. Вот, у него это вызвало большую реакцию, такую нарциссического характера, я бы сказал. Но, тем не менее, люди интеллигентные, конечно, имеют отношение к классической музыке, но, видимо, какие-то пороки, да, так же, как и у Вуди Аллена, закольцуем, да, пороки человеческие, они всем не чужды. Видимо, это жадность какая-то бесконечная. Обязательно надо понимать. Так, а Валерий нам сообщает, что ИКБ, видимо, история культуры Башкортостана было, и родной язык для всех был башкирский с 97 по 12 год. Ну, знаете, во-первых, это могло быть раздельно, как у меня. История, культура, язык и география. 4 разных предмета. Где-то это могло быть совмещено. Это специальная школа была или обычная? Это совершенно обычная общеобразовательная сельская школа. Правда, не деревенская, а сельская. Вот. Это где уже вот я школу заканчивал, собственно. Понятно, что я-то 8 лет вообще проучился в Мегионе, Ханты-Мансийском округе. Вот. А последние 4 года, 3,5 именно здесь. И вот за этот короткий период все вот эти предметы, собственно, и прошли. По-моему, там был час в неделю всего лишь у каждого из них. Но, в общем, это было вполне достаточно. И надо сказать, вот мои познания, в частности, про республику, связанные с историей и географией, уж точно были приобретены на этих уроках. Вот прям конкретно. Тем более, что я был еще вчера житель других мест, и для меня это было в новинку, скажем так, открытием. Хорошие были учебники, надо сказать, яркие, красочные. И все было очень доступно, ясно. По крайней мере, вот у меня остались такие отпечатки. К большому сожалению, у нас уже учебники были ужасные. Отношение к этим предметам было так себе и со стороны учителей, и со стороны детей, вне зависимости от национальности. И башкиры, и татары, и русские, и друг степи калмыка, извините меня, воспринимали все одинаково, что это урок, на котором можно кому-то поспать, кому-то поготовиться, сделать домашнюю работу, кому-то там, я не знаю, попереписываться с любимой девушкой. Вот такое отношение. Я думаю, что, конечно, вот у нас Илюза Мухамедьянова была, да, девчонка, которая в том числе на молодежной политике в свое время занималась до 2020 года, до событий известных. Собственно, вот таких бы людей побольше, и возможно, и войны бы не было, да, и какой-то репрессивных аппаратов, которые вымывают просто креативную, классную, успешную молодежь, которая хочет что-то менять, и у нас и учебники были бы другие, и преподавание было бы более современным и тому подобное. Илюза прям вот за башкирский язык реет и очень-очень хорошо помогала в свое время какой-то популяризации всей этой истории. До сих пор делает это в Инстаграме лучше, чем любой преподаватель башкирского языка. В среднем по больнице беру, к большому сожалению, опять же. Обратите внимание на интервью с девушкой, да, в минувшую пятницу Женя взял интервью, по-моему, действительно очень показательное. Да. Посмотрите, не поленитесь, дорогие друзья.
Новость потрясающая. У нас Бэтмен, очередной Бэтмен в Республике Башкортостан. Хорошо, это будет Супермен. А Андрей Геннадьевич Назаров у нас, собственно, решил тоже, видимо, в Марвел поиграть. Как я все время говорил, что на БСТ у Хабирова была целая передача, которая показывала его таким супергероем, который ездит и вот эти школьные сортиры уличные критиковал. Вот, и обещал все исправить. Точно так же у нас премьер республики напомнил, что 1 сентября 1200 школ республики откроют свои двери. И вот он ездил и проверяет питание в школах. Куча у него было поездок. Собственно, проведены ремонты пищеблоков, обновлено оборудование, усилен контроль за продуктами. Внедряем вариативное меню. Нужно ориентироваться на реальный интерес ребенка к блюдам. Я сам выезжаю с поездками. В 2024 году 703 выезда. Это, видимо, у самого Назарова. А выявленные результаты показали трехразовое снижение в проценте учреждений, где обнаружены нарушения в технологии приготовления блюд. Собственно, могу дать инсайт, что в школе, где учится никто иной, как, собственно, сын Радия Фаридовича Хабирова, в столовой есть невозможно. Тут можно закончить. Дети там не едят. Что происходит в других школах, несмотря на 703 выезда Андрея Геннадьевича, и везде он, видимо, попробовал, везде поел. Представляешь, 703 дня в году он ел, видимо, столовскую еду, потому что как иначе ее, собственно, оценить? Надо было попробовать, как бедный выдержал это испытание. Я пробовал школьную столовскую еду, но это была еда, приготовленная все-таки в день выборов. В качестве члена комиссии нас кормили там. Я ел каждый день, то, что ты на выборах. Это было, когда я тоже в свое время ходил в столовую с разной периодичностью. Это совсем другие времена. Но вот то, что сейчас, по крайней мере, посуда выглядела более-менее прилично. Это были нормальные тарелочки, кружечки, все это было неплохо. А сама еда, туда-сюда. Есть, да. Может, было, по крайней мере. Если быть точным, я помню, что в школе, где, собственно, у тебя были вот эти те самые выборы, да, где ты наблюдателем выступал, Я не был никогда наблюдателем, я был членом избирательной комиссии. Один фиг это, такая... Вот люди многие путают, давай хотя бы мы не будем путать. Это разные вещи, очень разные. Да. Окей. Я просто занимал 2 из 3 должностей. Ты главную, а я был вот эти 2 нижние. Без вещательного голоса и наблюдателем я был. Тем не менее, собственно, я помню, что мы в этой столовой, естественно, обходили вот эту самую столовую, все эти супы и каши, проходили сразу к некому магазину, где можно было взять, собственно, какую-нибудь пиццу, да, вот эту маленькую, или что-то такое, потому что, собственно, вот этот огромный чан, в котором вот так эта несчастная повариха с зарплатой 700 рублей, и она там что-то кашеварит, вот, а потом ты, собственно, в этой столовке дежуришь и видишь, как это все плохо и антисанитарийно. Это все грустное зрелище, конечно, было. Вот. И уверен, что несмотря на 703 выезда в 2024 году, ситуация сильно не поменялась. И одной из СМИ наших, по-моему, то ли Пруф, то ли кто, то ли Инсайдер Башкортостан писали, сейчас с утра не вспомню, о том, что да, действительно, несмотря на такую активную работу нашего премьера, ничего толком не изменилось в столовых Башкортостана. Ой, Башинформ примерно на эту тему тоже, видимо, в рамках подготовки к началу нового учебного года пишет: «Растим патриотов. Как в школах Башкирии воспитывают любовь к родине». Мы с вами и так, друзья, знаем, как эту самую любовь воспитывают. Конечно же, мы буквально каждый день или через день видим какие-то публикации на эту тему. А тут они, знаете ли, решили собрать, сконцентрированно подать всю эту информацию. Как же все-таки в наших школах воспитываются патриоты? Конечно же, это все происходит не просто так, а благодаря призывам и увещеваниям президента России Владимира Путина. Вот смотрите, это не я в смысле домысливаю, это они так реально начинают свою публикацию. В лучших традициях передовиц газеты «Правда» в советский период. Вот в этом смысле прям такие достойные наследники своих предков.
Дальше, значит, что отмечу? Тут совет. Дело в том, что педагогический сегодня, видимо, уже стартовал тот самый большой августовский педсовет, который раз в год обычно собирает педагогов где-нибудь в одном из районов республики. В данном случае это все будет происходить или уже происходит в Бирске, сообщают нам. Ну и, соответственно, вывод мы должны сделать, что главная задача всего этого педсовета в этом году – это, конечно же, поговорить про патриотическое воспитание. Все остальные вопросы уже не имеют никакого значения. Ни туалеты, которые так часто любит вспоминать Женя, совершенно справедливо, ни материально-техническое обеспечение, ни какие-то другие предметы. Это уже все не имеет значения. Важно патриотическое воспитание, или, если говорить другими словами, оболванивание и одурманивание наших ребят подрастающего поколения. К большому сожалению, нас смотрят не 1050 собственно, в лайве, да, а 40 человек, поэтому обращаю я внимание, собственно, на каждый комментарий, который пишется. И вот Забиля Вахитова пишет, что как о башкирском языке, об истории, культуре начинается разговор, так у Евгения волосы дыбом, слушать тошно. Дорогая Забиля, у вас, безусловно, между ушами, видимо, где-то находится в лобных долях некоторые националисты, которых вы читаете, и, собственно, из этого формируете картину. Я, безусловно, недоволен ни преподаванием башкирского языка, ни историей Башкортостана, ни культурой Башкортостана. Мне хочется, чтобы это было модно, классно, клево. А это, к сожалению, на сегодняшний день не так. Я не против никаких ни башкирского языка в школах преподавать, ни культуры Башкортостана, ни географии. Я считаю, что, конечно, нужна, если говорить про сегодняшнюю Россию, без контекста фантазий, на сегодняшний день у нас федерация. И в этой федерации, безусловно, у каждого края должна быть правильная политика, собственно, школьного образования, в котором каждому ребенку давали бы полную историю, не только огромную страны кишки вот этой, в которой он живет, но и огромный упор для, собственно, того места, где он живет, чтобы ребенок знал и историю своего края хорошо, и язык, который здесь издревле, на котором говорили, и, собственно, и, естественно, и о музеях, о каждом в Уфе, чтобы ребенок знал, его туда водили не из-под палки за уши, а чтобы он знал и ключевых фигур истории своего края. Вот. Но если отдельные люди слушают меня попой и, собственно, потом читают некоторые комментарии, собственно, посты в телеграм-канале, где мне приписывают фразы типа «Слава России» или что я на фоне имперского флага фоткаюсь, ребят, с этим ничего не поделать, к большому сожалению, тут уж я не в силах помочь. То есть ты в данном случае важную деталь упоминаешь, да? Вот были посты, где твое изображение на фоне имперского флага. Это фейк, так ведь? Знаешь, в чем самый интерес этой новости? В том, там что еще и стилистика аспектов взята, кстати говоря. Это вообще возмутительно. Да, то есть берут пост, добавляют туда «Слава России» в конце. Этот пост был опубликован ни много ни мало в день независимости, собственно, Украины. А в этот день я был на митинге в Дрездене, посвященном Дню независимости, шел со своими украинскими друзьями и был, собственно, обернут в украинский флаг. Вот, и вместе со всеми, собственно, шедшими по... Поэтому сначала просто люди стояли, потом прошли по центральной улице города, а я вместе с ними кричал все то, что кричали они. То, что они кричали, я думаю, все понимают. Да, вот «Слава Украине», начиная, заканчивая всем остальным. И в этот день про меня пишут «Слава России». Кощунство. Я что-то не видел постов у этих людей, которые бы тоже стояли на этих митингах. Вот. А в Вильнюсе они точно были. Да, так намекну немножко. Так, в любом случае, я в очередной раз сейчас не буду все повторять. Давайте мы, как говорится, возьмем паузу в этом направлении. И это касается всех сторон, всех абсолютно. Вот. Но фейки тоже, опять же, все-таки, друзья, давайте плодить не будем. Не было фотографии на фоне имперского флага. И фразы, да, вот эти самые последние тоже как минимум не было. И ладно бы, если бы еще это все шло на уровне личных взаимоотношений, так ведь стилистику аспектов использовали авторы в данном случае, и это уже, мягко говоря, попахивает совсем тяжелыми какими-то признаками. Но опять же, не будем раздувать, закончим на этом, закончим.
Да. Фу. Да, Пожалуйста, кстати, я Алексей, давайте, не в защиту давайте. Женя добавлю. Действительно, когда неважно кто, Евгений, я или кто-то говорит, что плохо преподавали историю Башкортостана, это не значит, что история плохая или то, что ее изучать не надо. Это значит ровно то, что сказано, что плохо преподавали. Причем в конкретной школе, в конкретном классе. Речь об этом. Речь о собственном опыте. А речь не о том, что история плоха. Давайте все-таки слышать и слушать, что мы говорим. Да, и что мы вкладываем еще. Не только то, что говорим. Иногда можно оговариваться, такое тоже бывает. Но в общий контекст же в этом смысле становится и остается понятным. Слушайте, ну я думаю, что любой умный человек понимает, что мы бы не сидели в Германии, если были бы какой-то ватой и там националистами с точки зрения русского национализма. Уж я молчу, что, наверное, у Руслана Валиева не было бы сотрудника, который бы зиговал и был бы тайным агентом русской общины. Ну вот неужели вам кажется, что Руслан настолько глупый, что такое... Хотя бы из этого исходить, если Нету точно. у нас других сотрудников. Пускай вот этот вот любитель тесака будет вещать. Почему бы нет? Да? Собственно, ребята, лайки, пожалуйста, лайки понабросайте. Маловато. Собственно, 40 человек в моменте, можно лайков 20 поставить вполне себе. И вообще зарегистрироваться в Ютубе, написать там все, что угодно. Не обязательно им фамилию писать и потом бояться, да, и просыпаться по ночам. Зарегистрироваться, поставить лайк, написать комментарий, подписаться. Это все очень важно. И наш стрим, собственно, потом смотрят не 400 человек, не 600, а 1500. Все благодаря вам и вашему вниманию к нашей деятельности. Совершенно верно, дорогие друзья. Все, спасибо всем большое. Не забудьте лайк, комментарий. И увидимся с вами очень скоро. Хорошего дня, будьте здоровы и пока. Пока-пока.